Как у нас связь? Доброе утро, да, связь хорошая. Доброе утро. Доброе утро, Надежда Вячеславовна, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Мы практически готовы, еще, наверное, да, минутку-другую подождем. Коллеги, подключайтесь, включайте наш звук и включайте пока свой звук. Телефоны выключили, да? Вообще нас видно? Вас очень хорошо слышно и видно. Ага, ясно. Нас слышно, нет, Барский. А на Барский слышно. Приветствуем, давно не виделись. Как у вас погода? Погода минус 40, немножко ветер. Тепло. Булонский нас видно? Видно, Булунский. Рады очень видеть вас. Я как в Питере, но я все равно с вами. А, вот как. Человек в Да. Питере и с нами. А у нас есть гости из Питера. Сейчас Я расскажем. все равно вышла. 4 утра. Здорово. Настоящая активная жизненная позиция у человека. Да, неравнодушно. Момский район. Добрый день. Слышно, Мома? Мому слышно. Добрый день. Добрый день. Вы... Слышно на меня? Да. Вы без видео будете, да? Жиганский вуз есть? Нет. Мне не видно, да? Нет, вас не видно. Но слышно хорошо. Жиганский есть у нас на связи? Мы здесь. Доброе утро. Доброе утро, Мария Егоровна. Да? Доб- Связи. Доброе утро. Видите, да? Ага. Доброе утро. Все в порядке, мы готовы. Хорошо слышим, вас пока не видим. Да, связь налажена, неплохо. Хорошо. Никаких помех нет, никакая пурга нам сегодня не мешает. Ну что, я думаю, что мы Нет, можем здесь пурги пойти. нет. Нет, как 5 у нас. Отлично. Хорошо. Ну тогда я думаю, начнем. Да. Добрый день, уважаемые участники итогового мероприятия проекта «Центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив в башкирских районах Республики Саха-Якутия Арктика». Плохо слышно вас. Не слышно вас. Да? Коллеги, представители некоммерческих организаций и родовых общин, малочисленных народов Севера, лидеры инициативных групп, тюрьбе, активисты, волонтеры, главы и специалисты администрации местного самоуправления. Мы рады приветствовать вас, Фонд «Семья для ребенка» и Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на нашей онлайн-площадке «Круглый стол» об итогах проекта «Ресурсный центр Арктика», который был поддержан в декабре 2019 года Фондом президентских грантов. В 2020 году проект был поддержан Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям и целевым фондом будущих поколений. И несмотря на то, что сегодня мы подводим итоги проекта «Ресурсный центр Арктика», это не говорит о том, что мы с вами расстаемся. Наоборот, мы сегодня анализируем нашу совместную проделанную работу. Мы сегодня вместе с вами ознакомимся с итогами проведенного нами исследования потенциала гражданского общества в арктических районах.
в артистских районах. А также мы сегодня с вами ознакомимся с первым независимым рейтингом оценки уровня развития потенциала некоммерческого сектора Республики Саха-Якутия. Мы сегодня будем открыто обсуждать точки роста НКО и найдем ответы на многие вопросы и найдем ответы на то, о том, что в каких ресурсах же нуждается наша Якутская Арктика и какие ресурсы нужны для развития территорий и улучшения качества жизни населения. Разрешите представить сейчас вам спикеров нашей площадки. Сегодня в онлайн и офлайн режиме с нами будет работать Руслан Михайлович Платонов, руководитель департамента по вопросам местного самоуправления при администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. С нами будет Надежда Вячеславовна Махначевская, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, Ольга Анатольевна Вешникова, генеральный директор фонда «Семья для ребенка» и Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы рады представить нашего гостя из северной столицы Санкт-Петербурга Алексея Матвеева, эксперта Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь, агентства стратегических инициатив, эксперта Общественной палаты города Санкт-Петербурга. Модератором по сегодняшней площадке буду выступать я, Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра. Также напоминаю, что сейчас у нас идет прямая трансляция на двух онлайн-площадках Zoom и YouTube каналах. Вы можете активно принимать участие, наша аудитория, принять участие в обсуждении вопросов. Вы можете задавать свои вопросы в чате. И от чата мы будем по мере выступления получать ваши вопросы и тут же отвечать на ваши вопросы, не дожидаясь завершения круглого стола. И напомню вам, в каком порядке мы сегодня работаем. У нас круглый стол продлится до 11 часов 30 минут по якутскому времени. Дальше мы сразу сделаем небольшой перерыв на 5 минут, и мы подключаемся на интересный вебинар от идеи до проекта. Мы вам расскажем про ресурсы для НКО, и не только для НКО, и для физических лиц. Каких ресурсов мы будем, какие ресурсы нужны для молодежи, для местных сообществ, для инициативных групп, для ТЮЛьБ. Будет очень-очень интересно. И на вебинаре у нас примет участие сам Алексей, как эксперт Росмолодежи, агентство стратегических инициатив, будет очень интересно. И завершается наше итоговое мероприятие «Ярмарка социальных проектов». Сегодня у нас будут представлены замечательные 7 социальных проектов. Мы будем о них говорить, будем предлагать им ресурсы, как дальше развивать проект и продвигать его. Я коротко представила, в каком порядке мы сегодня будем работать. И сейчас слово для приветствия участников итогового мероприятия проекта «Ресурсный центр Арктика». Я хочу предоставить заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Надежде Вячеславовне Махначевской. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ольга Анатольевна, приветствуем нашего гостя из северной столицы, эксперт фонда президентства. Спасибо, очень приятно. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня у нас действительно арктическая зима, больше 40 градусов было на улице, Сегодня сейчас потеплело на 5 градусов, но тем не менее туман у нас есть. Зима у нас еще не закончилась, хотя через 3 дня мы должны встретить нашу весну, 1 марта, первый весенний день. По итогам вообще работы по развитию Института гражданского общества говорить можно очень много. За последние годы, 2 последних года, 19-й, особенно 20-й год, в нашей республике проделана достаточно большая работа, и тот эффект, который у нас есть и по грантам главы, и по участию в федеральных конкурсах, показывает, какой эффект у нас принес тот проект, который был запущен фондом «Семья для ребенка», именно касаемо арктических районов. Так, за последний 2020 год, если вкратце рассказать, у нас был учрежден новый вид грантов. Это гранты главы Республики Саха-Якутия, называется «По развитию Института гражданского общества». Принимают участие некоммерческие организации. И этот грант у нас объединил все
меры поддержки, которые предоставляются из госбюджета в виде грантов и субсидий некоммерческим организациям. В прошлом году мы провели конкурс по 16 направлениям. В этом году мы уже видим, что активность и органов исполнительной власти увеличилась. Да? Вот буквально позавчера вышел Минтруд с инициативой по включению в гранты главы дополнительного направления по семьям, детям, материнстве и отцовстве. И буквально с 11 часов я должна пойти на совещание к министру образования и науки. Тоже предложение по включению отдельного направления в гранты главы. И гранты главы у нас расширяются. В прошлом году у нас был создан портал, который был отмечен и не только на уровне нашей республики, не только на уровне фонда президентских грантов, но и на уровне Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, как лучшая практика среди субъектов Дальневосточного федерального округа, чем мы, конечно же, очень гордимся. Был создан специальный портал, который в период пандемии коронавируса стал, конечно же, очень актуальным выходом из ситуации. То есть, если мы раньше проводили 11 грантовых конкурсов, и по каждому грантовому конкурсу заявки принимались в бумажном виде, то в 2020 году мы эту работу поставили на рельсы, наладили совместно с нашим единым ресурсным центром. Да? И все заявки, которые приходят на грант, они так же, как и в фонде президентских грантов, заполняются через удаленным доступом, посредством интернета. Для арктических районов в этом, конечно, есть своя определенная загвоздка в том, что, возможно, интернет не такой сильный, да, но единый ресурсный центр и в рамках того проекта, который есть, и в рамках проекта, который осуществлялся через фонд президентских грантов, через наши субсидии, и как один из, не один из, а ведущий ресурсный центр эту работу, в принципе, достаточно сильно поставил на рельсы, я хотела бы сказать, да. И если смотрим аналитику, допустим, по участию в самом большом грантовом конкурсе нашей страны, если в 2017 году было подано, от арктических районов всего 2 заявки, то в 2020 году мы уже видим 15 заявок. Это в разы больше. И даже если мы сравниваем с 2019 годом, то мы видим на более чем на 100% увеличение активности именно некоммерческих организаций, которые у нас работают в арктических районах. Если мы смотрим первый этап конкурса фонда президентских грантов по арктическим районам, то это уже 11 заявок. Второй этап, я думаю, тоже будет достаточно результативным, но перед нами поставлена задача руководством республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, чтобы мы ориентировались уже не только на подачу заявок, да, мы ориентировались в первую очередь на качество подаваемых нами заявок, в том числе и на федеральные конкурсы, в том числе и на конкурс грантов главы. То есть мы сейчас должны перейти уже на определенный новый этап. И я думаю, наши арктические районы тоже воспримут эту ситуацию с большим оптимизмом и с большой отдачей. Сегодня после обеда будет по этому поводу совещание у заместителя председателя правительства. В общем, мы с этого года будем ориентироваться на качество тех заявок, которые у нас предоставляются. Если мы говорим об конкурсах, которые у нас проводится, один из масштабных конкурсов российского масштаба, да, по молодежному направлению, это конкурс Росмолодежи, то тут мы тоже можем сказать об эффективности
работы по итогам 2020 года. Тут мне, конечно же, хотелось бы отметить работу и экспертов Единого ресурсного центра. Да? Дмитрий Куклянов, я знаю, в прошлом году курировал это направление. Тут необходимо отметить работу ресурсного центра, который работает с детьми, с молодежью, Охлопкова Геннадия Ивановича. Тут необходимо отметить работу молодежного правительства Республики Саха-Якутия под руководством Василины Павловны Лукиной. Если в 2019 году, по итогам 2019 года, мы говорили о том, что рост молодежи Республика Саха-Якутия, у Республики Саха-Якутия 2 победителя, то в 2020 году мы говорили уже о 26 победителях. Это, конечно же, очень большая работа, и хотелось бы все-таки отметить, что эта работа и по тем семинарам, которые проводятся ресурсными центрами, это те гражданские выходные, которые мы проводим совместно с нашим министерством, ресурсными центрами, администрацией главы и правительства, Министерством юстиции. И в сфере молодежной политики мы можем отметить вот такие вот наши успехи, и мы думаем, что, надеемся, уверены, что 2021 год у нас не будет исключением. И то, что касается работы по проектному управлению, она будет только усиливаться, она будет направляться только на качество. И те проекты, которые реализовываются Единым ресурсным центром и нашими остальными ресурсными центрами, мы уверены, что они будут направляться именно на повышение качества. Уважаемые коллеги, всех вас поздравляю с прошедшим днем защитников Отечества, нашу мужскую половину, нашу женскую половину я поздравляю с наступающим первым весенним праздником, днем 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, и чтобы и сегодняшний день, и выходные дни, которые у нас Общественная палата Российской Федерации приурочены к добрым делам, к делам, которые проводятся некоммерческими организациями, к проектам, направленным некоммерческим организациям. Я желаю, чтобы эти дни у нас прошли очень плодотворно. Мероприятия, которые вы проводите в эти дни сегодня и в эти выходные, значит, предлагаем провести под хэштегом Общественной палаты Российской Федерации, который у нас называется День НКО и добрые дела. Спасибо, коллеги, за приглашение. Всем успехов, удачи. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Вячеславовна, за высокую оценку, во-первых, арктических территорий, некоммерческих организаций, развития и повышения активности наших ТОЛьБе, ТОСов, инициативных групп и в том числе некоммерческих организаций. Мне очень отрадно было услышать, что мы сейчас будем все-таки ориентироваться больше на результат, на качество наших заявок, да, потому что идей очень много, и мы сегодня после обеда увидим еще новые проекты, продолжение гражданских выходных, которые у нас проходили в ноябре, но там у нас участвовало только 5 районов, и наши внешние эксперты из Тюмени, Владивостока, Хабаровска, Москвы, они были впечатлены, какие у нас на севере, за полярным кругом, великолепные идеи, проекты, которые находят свою поддержку на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Но мне бы хотелось сказать, что да, действительно, мы абсолютно солидарны с вами, Надежда Вячеславовна, с Министерством по делам молодежи, социальным коммуникациям, в том, что нам необходимо сделать ориентир на молодежь. И Единый ресурсный центр, я хотела бы отметить, в этом году будет уделять очень большое внимание детским и молодежным различным проектам и решениям. Наша задача вообще раскачивать такой скилл, софт, коммуникацию, такую компетенцию, как проектное мышление.
Это очень важно, нам будет всем проще, поверьте, если наша молодежь, если наши подростки будут уже в школах владеть этой технологией, да, и тогда наши идеи, направленные на улучшение качества жизни, на решение различного рода проблем социальных или экологических, они будут у нас качественные, эффективные и своевременные. И я бы еще хотела представить, у нас здесь в студии не только мы втроем находимся, но кроме экспертов, да, Единого ресурсного центра и нашего, будем называть, северного гостя Алексея, но мы на одной широте находимся и, надеюсь, мы будем сегодня на одной волне. Я с удовольствием хочу представить, что в нашей студии сейчас находится Еремей Садовников, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Омского облуса. Он же является руководителем родовой общины. Да, и несмотря на то, что он занимается традиционным природопользованием, таким как оленеводство, у него есть очень хорошие проекты. Задача наших экспертов довести эти проекты до гранта главы Республики Саха-Якутия, до фонда президентских грантов. И еще у нас есть один участник, Атласов Иван Иванович, глава Майорского национального наследия Абыйского улуса. Он у нас тоже частый гость, когда приезжает к нам в город Якутск. И мне очень нравится, что это молодой человек, лидер тех изменений, очень просто в своем наследии. И мы уже, наверное, сегодня приступим к проверке ваших проектов, которые они готовят на фонд президентских грантов. Ну, что мы будем продолжать, да, и я с удовольствием хочу вам презентовать наши исследования и вообще наш проект, о чем речь. Многие знают, о чем речь, да, но мне кажется, сегодня, когда мы подводим итоги первого этапа, нам необходимо с вами поподробнее узнать, в чем заключался проект изначально, к чему мы пришли на этапе сегодня и какие у нас планы на завтра, так скажем, в ближайшем будущем. Можно сразу следующий слайд. И основная цель, она абсолютно соответствует цели Единого ресурсного центра и фонда «Семья для ребенка». Это содействие в создании и всестороннем развитии социально ориентированных некоммерческих организаций. Но не только. Наша задача – это развитие фондов местных сообществ, гражданских инициатив, волонтерства в арктических районах республики. И кроме того, что, можно следующий слайд, мы оказываем комплекс услуг для наших целевых групп, я бы хотела сказать, что наша задача была и повышение проектной культуры, и вовлечение молодежи в разного рода активности. И очень своевременно было, конечно, поддержка и развитие такой технологии, как волонтерство в эпоху пандемии. Да? И мы знаем, что на всех территориях люди не остались равнодушными, они помогали, спасали, поддерживали. И это тоже, мне кажется, технология, которая заслуживает внимания и, я бы сказала, более профессиональный подход, чтобы был не одноразовая, чтобы у нас была волонтерская помощь. Но к услугам наших экспертов вы можете онлайн и офлайн всегда обратиться. Номера телефонов мы еще раз укажем, и в чате коллеги напишут. Это образовательная поддержка, это семинары, вебинары. Еще раз напомню, у нас есть YouTube-канал, а там более 50 роликов, именно образовательных. У нас экспертная поддержка, это консультации. Могу сказать, что каждый эксперт Единого ресурсного центра распределен по 6 муниципальным образованиям Республики Саха-Якутия, и мы очень дружим с кураторами, мы их называем тьюторами, со специалистами, которые так или иначе связаны с некоммерческим сектором и с развитием различного рода инициатив. Но также мы представим вам аналитический наш опыт. Мы провели исследование благодаря вам, коллеги. Это было в пандемию, это было онлайн. В google.com анкеты, а где-то мы просто зачитывали вопросы, а вы нам отвечали. Я прошу прощения, кого мы очень сильно в летний период, кого мы просто доставали, я хочу сказать. Но поверьте, вот эти исследования, они найдут свое применение. Во-первых, мы выработали совместно и еще будем вырабатывать различного рода решения для развития сектора в Арктике.
И все наши исследования будут отправлены, так как это было сделано по поручению председателя правительства Республики Саха-Якутия, абсолютно во все администрации, Министерство по делам молодежи и, конечно, в правительство Республики Саха-Якутия. И о чем говорила Надежда Вячеславовна, грантмейкинг, то есть администрирование грантовых конкурсов. Мы действительно впервые этим занимались в прошлом году. Было очень интересно, было весело, потому что была пандемия, была жара. Но у нас, по крайней мере, в Центральной Якутии 40 градусов жары. И вместе с тем я считаю, что мы справились. И хотелось бы призвать, чтобы некоммерческие организации в арктических районах поактивнее участвовали в конкурсе грантов главы в этом году. Да? Ну, вы видите карту, что не осталось без внимания абсолютно ни одна территория. Такие у нас количественные результаты, я их озвучивать не буду, но еще раз хочу поблагодарить всех специалистов органов местного самоуправления и тех респондентов, которые принимали участие в качестве руководителей НКО или в качестве населения. Можно следующий слайд. И здесь мы покажем, куда мы успели выехать офлайн. Это наши выезды начались с декабря 2019 года. И получилось так, что мы успели выехать только в Оленёкский, в Анабарский и Устьянские районы. Вот поэтому гражданские выходные, можно следующий слайд, мы провели в ноябре с теми 5 районами, которые у нас были запланированы в ключевых контрольных точках нашего уважаемого фонда президентских грантов. И надо понимать, что этот проект действительно поддержан этим фондом, а значит, мы сейчас готовим аналитическую, финансовую отчетность. И еще раз хочу сказать, что написать проект – это еще полдела, самое главное его эффективно реализовать, отчитаться и без долгов перейти к другому проекту, а может быть развить настоящий до других масштабов с новыми партнерами, с новыми ресурсами и так далее. На этих фотографиях вы видите, что к нам приехали эксперты из наших коллег из Дальневосточного, из Приморского ресурсного центра развития, Светлана Баженова. У нас онлайн была подключена Жанна Котова, наша любимая и уважаемая. У нас онлайн была подключена Тюмень, Вера Барова, Хабаровска, Татьяна Сейфи. И, к сожалению, не удалось подключиться Югре, Михаилу, Якову Самохвалову, да. Но я думаю, что все у нас еще впереди. Сегодня у нас как раз будет круглый стол в 7 вечера по Якутску с Салихардом. И мы будем обсуждать именно развитие некоммерческого сектора в Арктике. Следующий слайд. И мы с вами в ноябре очень хорошую ярмарку проектов провели. Целевой фонд будущих поколений был впечатлен и покорен, кстати, проектами. И вы знаете, что это тоже тот донор, который может поддержать разного уровня проекты и не обязательно некоммерческих организаций. Что касается нашей методической поддержки, информационно-методической, это мы уже в марте прошлого года разработали вот такой, ну так скажем, 3-томник, но это методичка, которая состоит, да, мне подсказывает наш координатор, что надо показать, действительно лучше показать, что она состоит из 3 книжек, и мы их направили, просто нарочным направили, даже не почтой. Это конструктор социальных проектов с инфографикой, достаточно просто, мало букв и много информации. Это для тех, кто хочет создать некоммерческую организацию. Вот такое методическое пособие у нас здесь присутствует, Вячеслав Едреев. 56 за прошлый год обращений ваших коллег было к нашему Вячеславу Едрееву, юристу Единого ресурсного центра. По созданию. Именно по созданию некоммерческих организаций. И 3-й такой томик – это конструктор ресурсных центров. И мы благодарим наших ресурсных людей, наших еще, может быть, не до конца
сформированных инфраструктурных ресурсных центров, но это именно то, что вы именно те люди, которые, мне кажется, потенциально являетесь ресурсными центрами на местах, и без связи с вами нам было бы непросто реализовать проект. С условием, следующий слайд, можно в условиях того, что вы находитесь далеко, и у нас природные различные бывают, то у нас пурга, да, то метель, то холодно, то очень тепло, то туман и так далее. Несмотря на это, вот мы все-таки сделали то, что мы сделали, это исследование потенциала гражданского общества Республики Саха-Якутия. Но хотим сказать, что да, Арктику мы сделали, это отдельный блок, но вообще мы сделали это исследование на 1000 респондентов, то есть вся республика у нас охвачена. Следующий слайд. И давайте посмотрим, как у нас изменилось количественный показатель вообще некоммерческих организаций на территории арктических районов. Вы видите, что практически не изменилось, чуть больше стало некоммерческих организаций, ну, на 16, да, но все-таки мы сегодня не про количество, мы про качество. Те, которые были ранее, они стали более сильными и устойчивыми, а новым мы желаем развития, найти себя, свой путь, да, свою миссию, ресурсы и партнеры, это очень важно. И да, у нас некоммерческих организаций в арктической зоне только 10%, чуть больше 10%. Это немного, но это и немало. Да? И сегодня, Алексей, вы тоже нам скажете о том, что есть различного рода поддержки инициатив молодежных, гражданских и так далее. И еще хочу сказать, что у нас есть новый проект, который мы вас приглашаем. Этот проект поддержан фондом президентских грантов. Стартовал он только 1 февраля. И он посвящен именно развитию фондов местных сообществ, ТОЛьБе, ТОСов и вот ваших инициатив, гражданских, волонтерских, молодежных. Всего у нас в республике 2247 некоммерческих организаций. Следующий слайд, пожалуйста. По формам мы видим, что преобладают общины малочисленных народов севера. И тоже мы отмечаем, что есть такая большая активность участия в проектной деятельности, но нам еще есть над чем работать, и думаю, что мы будем это продолжать. Профсоюзы, общественные организации, ну вы видите, как распределены они в процентном соотношении. ОНО, ТОС, фонды. Следующий слайд. Давайте посмотрим, насколько мы были активны с вами в конкурсах фонда президентских грантов за 2017-2020 годы. Да? И мы видим с вами активные районы и не совсем активные. И мы с вами можем сказать о том, что да, есть у нас причины участия. Это даже, я бы сказала, препятствие. Медленный интернет, отсутствие интернета. И даже если мы с вами в администрации, в коворкинг-центре разработаем свой проект и отправим с помощью Ростелекома, интернета и так далее, и еще с другой помощью, то это абсолютно не значит, что нам будет просто реализовывать его, отчитываться, подключать Сбербанк Бизнес онлайн. У нас есть такие прецеденты, что нужно вылетать в Якутск для того, чтобы открыть спецсчет. Понимаете, люди из Устьянского района вылетают в Якутск, и это вообще кейс, о котором надо говорить, и нужно, мне кажется, нам выходить на Сбербанк и говорить о том, что менеджеры в районах, они должны быть готовы к тому, чтобы люди не тратили очень большое количество ресурсов только для того, чтобы открыть спецсчет. И, конечно, отправление платежек и так далее, все онлайн. Поэтому мы видим районы, которые у нас не подавались, это не значит, что у них нет проектов. И сегодня они это докажут у нас на ярмарке проектов. И следующий слайд давайте мы посмотрим. Ну и поздравляем, конечно, победителей, которые, несмотря ни на что, и участвуют, и привлекают на свою территорию инвестиции в виде грантов. И посмотрим, вот участие НКО Арктики в грантах главы, оно, вот, на мой взгляд, недостаточно высокое.
Хотя здесь тоже те же препоны в виде интернета, потому что в прошлом году, как и сказала Надежда Вячеславовна, все было онлайн, и это было здорово, что мы использовали принцип одного окна, мы использовали услуги единого пула экспертов, что у нас был один портал, и разработан он был именно нашими разработчиками, да, IT-парка, что у нас был единый ресурсный центр. И все это было, конечно, очень здорово, но больше и участников было с центральных районов и с южных промышленных районов. Поэтому нам есть над чем работать, и я знаю, что некоторые представители НКО вылетали в другие регионы во время отпуска, они писали, разрабатывали свои проекты, отправляли, но не все они нашли поддержку. Мы видим, что вообще у нас только 3 проекта, и это мало. И мы говорили, Надежда Вячеславовна, о том, что, возможно, здорово, что Минтруд и Минобразование новые направления хочет включить в конкурс с тем 16, который у нас было в прошлом году. Может быть, нам есть смысл рассмотреть вопрос о поддержке проектов именно арктических или направления, допустим, родовые общины, поддержка коренных малочисленных народов севера, их идей и проектов. Вот это, наверное, как предложение сегодня я хочу сформулировать, и мы это можем направить, да? То есть отдельным направлением взять, тогда у нас участников точно будет больше. И рейтинг, мы сейчас перейдем к рейтингу, следующий слайд, и сегодня я его хочу донести до Ольги Валерьевны Балабкиной, все главы будут подключены сегодня в 15:30, мы будем обсуждать участие НКО во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2021. Но исследования мы проводим не первый год, в рамках госзаказа Фонд «Семья для ребенка» это делал еще для Минобщества за 2017 год, поэтому мы видим динамики, мы видим изменения, которые произошли, да, и рейтинговую модель оценки уровня развития НКО в муниципалитетах мы взяли 6 ключевых факторов. У нас были споры, мы советовались, смотрели, подглядывали, подсматривали, рейтинг смотрели Общественной палаты Российской Федерации, рейтинг Минэкономразвития, который не один был рейтинг, да, у нас сформирован с вами в прошлом году, мы смотрели, как делают другие регионы, и вот взяли именно вот эти 6 индикаторов. То есть это средняя доля населения, занятая в деятельности НКО, это источники финансирования, проектная культура, информационная открытость и взаимодействие НКО с органами власти. Я еще очень хотела, чтобы здесь был такой индикатор, как взаимодействие с представителями бизнеса, но я думаю, что это ближайшее будущее, и не везде на территориях арктических улусов присутствует бизнес, поэтому это было бы нечестно, да, по отношению к тем районам, где есть алмазы Анабара, да, где есть Зауполис и так далее. Следующий слайд. И вот как мы видим рейтинг, он представлен таким образом. Вы сильно, пожалуйста, не пугайтесь. Это не говорит о том, что здесь есть отличники или двоечники. Нужно понять, что респондентов было все равно, выборка была не настолько, да, репрезентативность у нас была не стопроцентная. Не всегда у нас отвечали именно руководители. Зачастую у нас либо специалисты, либо кого мы здесь в условиях ковида поймали. Иногда это был вообще волонтер. И мы тоже еще делаем скидку на то, что среди населения анкеты заполнялись, ну, процентов, наверное, 50, может быть, больше специалистами в администрациях районов. Это все понятно. Анкету отправили, быстрее и дешевле заполнить ее было так, тем более, что встречаться с людьми было просто запрещено, да, различными правилами, указами и постановлениями. И вы видите итоговые баллы, и мы на первое место среди арктических районов у нас вышел Жиганский улус. Да, мы видим Булунский, который не участвует вроде бы в фонде президентских грантов. Мы не видим такой активности в грантах главы и так далее. Но там есть проектный офис, там есть ряд проектов, и сегодня мы об этом узнаем. И
Дальше, да, мы видим Ивена Бытантай, мы видим Оленёкский район, который не принимал участие в фонде президентских грантов. То есть получается, что вот этот рейтинг, он доказывает то, что активность населения, активная гражданская позиция, может быть, устойчивость некоммерческих организаций, которые имеются, абсолютно не бьется с участием в разного рода конкурсах. Иногда ресурсов на земле и поддержки на муниципальном уровне достаточно для того, чтобы реализовывать свои проекты, да, и воплощать в жизнь свои идеи. И я хочу пожелать успехов вообще всем некоммерческим организациям и специалистам, которые работают с нами, главам, заместителям глав, по соцвопросам чаще всего с нами взаимодействуют. Я желаю всем представителям ТОЛьБе, ТОСов, фондов местных сообществ, инициативных групп, волонтерских движений, успехов в своих начинаниях. И не обязательно нам всем становиться некоммерческими организациями. Мы видим те активности, которые происходят, и люди не готовы упаковывать себя в юридическую организацию, брать на себя вот эту ответственность налоговую, да, финансовую, пенсионный фонд у нас возникает, ФСС и так далее, вот эта отчетность перед Минюстом. И это очень сложно делать на большом расстоянии от центра. Даже отправить отчет в Минюст, это иногда у нас составляет некую сложность. И поэтому следующий слайд. Мы предлагаем следующие вызовы развития некоммерческого сектора. Вы можете прямо в чате сейчас писать, согласны или нет, что вы предлагаете, какие нововведения еще грядут, и, возможно, без них очень сложно, да, сейчас нам активничать. Ну, во-первых, я считаю, что все-таки должна быть сеть муниципальных ресурсных центров, волонтерских центров. Мы к этому ведем, и мы готовы взять пилотные территории, где есть и некие вот ресурсные люди, и готовность власти поддержать, да, инфраструктурно, и в том числе и имущественная, чтобы была поддержка. Вот следующий сразу вызов – это методическая, консультационная поддержка не только НКО, но и инициативных групп. Да? Мы считаем, что на базе библиотек, на базе клубов, на базе различных, даже может быть уголочек в администрации. Почему бы не создать общественное пространство? Вот сейчас вы видите нас, мы находимся в общественном центре, в центре города Иркутска. Алексей говорит, такого в Санкт-Петербурге нет. Да? И специально построить в улусном центре такое будет сложно, но если в клубе, библиотеке, с доступом в интернет, а в этом году есть такое поручение президента Российской Федерации, чтобы доступ в интернет был не только в школах, но и в библиотеках. Значит, вот где мы можем собираться, приезжать к вам, проводить семинары, да, встречи различного, не знаю, мастер-классы и так далее. Коворкинг-зоны с выходом в интернет – это очень важно для всех нас. Дальше, я за то, чтобы корпоративная социальная ответственность, корпоративное волонтерство бизнеса – это 17-я цель, да, устойчивого развития всего нашего общества глобально. И мы знаем, что предприятия, ну, у вас нету, да, Алмаз-Эргенбанк еще не присутствует в зоне Арктики, но у них есть идеи расширения и филиалы открытия. Просто как пример. Вот смотрите, мы дружим с Алмаз-Эргенбанком, это наш партнер с 2016 года. В прошлом году мы доказали правлению банка, что грантовый конкурс – это дешевле, эффективнее, KPI выше, это клиентная база, это имиджевая политика и так далее. Всего 1 миллион рублей банк выделил, мы распределили, мы были как администраторы этого конкурса среди НКО и среди корпоративных волонтеров. KPI просто зашкаливает. 8,5 тысяч благополучателей так или иначе были вовлечены и получили благо от разного рода проектов. Мы даже посчитали, что было посажено 600 деревьев и 500 цветов, что 180 семей с детьми в трудной жизненной ситуации получили свою поддержку, 600 волонтеров и так далее. Так вот, ваши Алроса, Алмаза Анабара, да, добытчики олова, урана,
все, что есть в Арктике, природопользователь. Нам нужно, если вы хотите, мы можем стать посредниками, мы можем выходить на органы власти, писать письма и говорить о том, что это важно, это мировая практика, Русал, Объединенная металлургическая компания, Северсталь, Сибур, Норникель, все идут по этому пути, потому что это действительно практика мирового уровня и масштаба. И сегодня отметили мы положительную тенденцию развития НКО в Арктике, но есть реестры и исполнители общественно полезных услуг. И он ждет наших НКО арктических. Пока там вас нет, но вас ждут, и вы готовы помочь в этом. Есть реестр Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Да? Это реестр поставщиков соцуслуг. И открыть частные пансионаты, частные учреждения, которые предоставляют стационарные, полустационарные услуги для людей в трудной жизненной ситуации в рамках федерального закона о социальном обслуживании граждан 442, я тоже считаю, он открыт и ждет вас. И мое предложение, оно повсеместно, и сегодня я тоже его буду озвучивать на встрече с председателем правительства. Нам необходим грантовый конкурс для физических лиц и для инициативных групп Тельбы. Вот просто параллельно с НКО. Тогда мы увидим, это будут стартапы, это будут активности, это будет то, что нам необходимо, мне кажется, здесь и сейчас. И мы считаем, что вызовом является, можно следующий слайд, это информационная открытость. Все-таки соцсети, сайты, но вам сегодня чуть позже расскажут про нашу карту, да, про наш портал. Если вы не можете этим управлять, и это дорого с точки зрения интернета, тогда ваши активности могут проявиться на нашей интерактивной карте, о которой сегодня расскажут наши коллеги. Спасибо за внимание. Я желаю всем мира, добра, любви, красоты и долгожданной весны. Мы продолжаем работу. Конечно, мы продолжаем. Мы сами не расстаемся. Вот как раз поступают первые вопросы. Айталина Шадрина из Верхоянского вуза. Это тот как раз один из ресурсных людей, который в условиях пандемии, в условиях слабого интернета оказывает поддержку и находится в тесной взаимосвязи с нами. И она поддержала нашу идею совместно грантовый конкурс для физических лиц, инициативных групп лучше. И мы, и Верхоянска ждет такой конкурс. Поступил вопрос от Светланы, обучение надо... просят проводить обучение по составлению отчетности. Я думаю, что это у нас есть еще на YouTube-канале вебинар, 50 вебинаров, где вы можете найти по составлению отчетности. Плюс это действительно надо находиться с нами для того, чтобы быть информационно доступным. Вот. И также вопрос от Светланы, оказываем помощь вне вида деятельности, это другое. Как доказать деятельность, которую они осуществляют. Да? Я думаю, что мы об этом будем говорить на нашем вебинаре. И еще я хочу добавить про вызовы, да, о том, что у нас, да, действительно, и реестр ждут, и исполнителя общественно полезных услуг, и реестр поставщиков услуг. И на прошлой яме социальный проект у нас будет представлен замечательный проект Аджиканского УСа, который как раз оказывает услуги для старшего поколения, людям с инвалидностью. И мы как раз рекомендовали с нашими экспертами о том, что это как раз таки те самые люди, которые могут в будущем войти в реестр поставщиков социальных услуг. Вот. И мы... У меня есть предложение. Мы еще на гражданских выходных обещали отправить флешки с закачанными. Они готовы. Мы вместе с материалами исследований отправим вам. И тогда мы должны, коллеги Единого ресурсного центра, наш вебинар, YouTube это дорого, по меркам Арктики. Давайте мы запишем вебинар на эту флешку именно по отчетности. То есть есть заказ, его надо удовлетворить. Хорошо, мы это сделаем. Вопрос Светланы уже принят, упакован, можно так сказать, поэтому обязательно запишем для вас, для Арктики и для всех НКО республики по составлению отчетности. Мы предоставляем слово сейчас Алексею Матвееву.
нашему, Уже? да, Хорошо. нашему гостю из северной столицы, эксперта Росмолодежи, агентства стратегических инициатив, эксперта Общественной палаты Санкт-Петербурга, человек, который работает с такими некоммерческими организациями, инициативами. У вас есть интересный опыт работы с регионами. Вам слово, Владимир Владимирович. Спасибо, Надежда Алексеевна. Спасибо, Ольга Анатольевна, большое за приглашение, потому что Якутия, Саха – это край абсолютно уникальный, легендарный, сказочный. И надо сказать, что благодаря вот такому мощному и инициативному, во многих вопросах инновационному ресурсному центру, единому, который у вас есть, и это большое счастье. За развитием сектора НКО в вашем регионе сегодня следит экспертное сообщество и Москвы. Ну, то есть самые ведущие топовые такие вот регионы нашей страны. И Архангельского, и Алтайского края, и Челябинской области. Поэтому на самом деле вот вы, не зная собственного счастья, находитесь под прицелом внимания экспертного сообщества нашей страны. Понятно, что и из презентации, да, это было вот сейчас тоже показано, что сложностей много, и это сложности технические, инфраструктурные, то есть такие на самом деле очень непростые предлагаемые обстоятельства. Но в проектировании ведь есть такой важный, да, аспект, что любую проблему, мы даже проблемой не называем, мы называем это вызовом, да, и из проблемного поля этот вызов становится вот таким мотиватором, таким трендом, направлением для наших действий созидательных, чтобы улучшить качество жизни себя, родных, близких, соседей, своего места проживания к лучшему. И в этой связи, вот как казалось бы, такое вот сложное исходное положение, да, вот эта вот стартовая площадка развития НКО в вашем регионе, она наоборот как-то мобилизует, она привлекает большое внимание экспертов. И надо сказать, что даже не вопреки пандемии, а скорее всего благодаря пандемии, наша страна в цифровом пространстве, в интернете вот действительно почувствовала какую-то единую гражданскую нацию. Потому что до этого мы как-то говорили про эту единую гражданскую нацию, но каждый жил в своем регионе, мы иногда ездили друг к другу в гости, встречались, а вынужденная интеграция в интернет всех наших мероприятий, она вот прям подтвердила это единство. Она продемонстрировала, что границ, правда, нет. Большое счастье, что я вот очно вживую приехал в Якутск, потому что, конечно, щупать землю ногами, руками тоже нужно, но ведь онлайн позволяет общаться с ведущими экспертами со всей страны. Онлайн позволяет вам, жителям республики, найти себе наставника, ментора, тьютера из любого региона нашей страны и даже из рубежа. То есть у нас абсолютно здесь нет никаких ограничений. Любой социальный проект, который обладает вот ясной социальной значимостью, он всегда найдет отклик в партнерстве вот на любом уровне. Исполнительных органов власти, федеральных, муниципальных, региональных, социальных партнеров в виде некоммерческих организаций из других регионов. Поэтому вот даже не сомневайтесь, если вы чувствуете, что есть органика, есть посыл той идеи, которая у вас родилась, смело обращайтесь, стучитесь в двери коллегам, партнерам в ресурсном центре нашей страны посредством интернета, и вы обязательно найдете там поддержку. Важно отметить, что я так понял, что есть тренд, да, некоторый идол создан с фонда президентских грантов в Республике Якутия, и во многом эффективность деятельности органов власти, местных ресурсных центров оценивается победами НКО в фонде президентских грантов. На самом деле, ведь человеческая инициатива, гражданская инициатива – это куда более ценная вещь, событие, чем открытие некоммерческой организации. И надо сказать, что и сверхзадачи, и целеполагание этих явлений абсолютно ведь разные. В чем прелесть вот этой гражданской инициативы? С чего она начинается? Ну вот с какой-то мелочи.
я живу на своей территории, рядом со мной есть друзья, знакомые, соседи, я вижу, что с их жизнью не все так хорошо, у них есть проблемы, их качество жизни от чего-то страдает. И вдруг я нахожу у себя самого мотивацию, посыл и ресурсы, чтобы им помочь, чтобы их жизнь стала лучше. А дальше я думаю, чем я в первую очередь хочу помочь, хочу, у меня лично есть ресурсы. У меня есть компетенция, я что-то умею и могу поделиться этими навыками. У меня есть какая-то своя база, у меня есть подворье, у меня есть ремесла, у меня есть станки, у меня есть производство, у меня есть олени. Вот у каждого именно человека, не никого, человека. Ведь есть какие-то свои абсолютно ресурсы, и в первую очередь он на них и рассчитывает. Затем он обращает внимание, что есть друзья, коллеги, родственники, у которых тоже есть какие-то ресурсы, которые наверняка своему близкому человеку обязательно помогут реализовать его идеи, его мечту. Потом оказывается, что есть муниципальная администрация, которая, если видит инициативу, и она искренняя, как правило, все искренние инициативы действительно решают проблемы, они не надуманы. Анатольевна в разговоре правильно заметила, что если в ресурсный центр поступает звонок, и в нем всего 3 вопроса. Как открыть МТО? Помогите получить президентский грант. И как пройти у вас на экспертизу? Ну вот сразу есть некоторое недоверие, да, к таким вот звонкам, потому что искренняя мотивация, самый ресурсный посыл в том, что у меня есть идея, помогите мне реализовать. Я хочу изменить к лучшему жизнь людей на территории, помогите мне это сделать. И вот в процессе вот такой вот работы настоящей, когда я начинаю с себя, потом с близкого круга, потом со своего места проживания, с муниципального власти, с ресурсного центра, вот вы только на этих 3 кругах, да, вашего рая можете понять, что вам больше ресурсов и не надо. И та проблема, на которую были направлены ваши усилия, она, в общем-то, может быть, не решена, но не кто-то обратит внимание, власть, например, да, и она уже стала менее острой. Благодаря вашей инициативе на эту проблему уже обратили внимание соседи, близкие к своей группе, да, с которыми занимались. И проблема уже начинает решаться. И наставники, менеджеры, что угодно. И окажется, что и не нужен вовсе этот президентский грант, и не в этом счастье. И власть ваша местная будет тоже счастлива от того, что вы помогли им решить острую социальную проблему, как называются те проблемы, о которых мы говорим, да, в, так сказать, политике администрации. Вот, поэтому, мне кажется, вот крайне точно поставлены цели развития ресурсного центра, да, и развития института общества на следующий год или на будущее, да, как вы планируете. Потому что очень хорошо работать над качеством, а не над количеством. Очень важно понимать, что гражданская инициатива, она гораздо важнее, чем появление новой некоммерческой организации. Вот, и в этой связи, если появится сеть ресурсных центров, опять-таки, если смотреть на другие регионы нашей страны, то таких примеров очень много, и это федеральный тренд открытия таких ресурсных центров. И очень важно, наверное, тоже это отмечалось, что это вот в этом прелесть, что это пока еще не государственная программа, да, что правительство республики решило сделать госпрограмму и открыть везде по ресурсному центру. И есть программная составляющая, что это везде будет библиотека, везде будет такая-то штатка, везде будет такой-то кинут по миллиону бюджета на каждый из муниципальных образований. Прелесть в том, что сейчас находятся инициативные люди, которые перезагружают свой регион, двигают регион, объединяют людей. И вот в каждом муниципалитете это может быть абсолютно разный ресурсный центр. Где-то это может быть просто дом, в котором живет один хозяин, к нему приходят соседи, и это просто вот такое вот волшебное пространство, где он всем помогает. Где-то действительно может быть перезагруженное, модное, современное пространство библиотеки, которое стало мультифункциональным, мультикультурным центром. Где-то это будет молодежный коворкинг, да, где-то бизнес-инкубатор. То есть очень важно в этих вопросах исходить от уникальности вашего места. И в этом случае все ваши технические трудности, они станут, наоборот, вектором развития. Они сделают уникальным ваш центр самобытным, и он будет отвечать решению конкретных проблем, конкретно вашего места, а не в целом по стране, в целом по республике, в целом по муниципалитету.
И если в каждом ресурсном центре, дай бог, появится качественная точка интернет-доступа, так как мы ездим много по стране, много чего видели, на самом деле одной интернет-точки в школе, библиотеке, муниципального образования достаточно для того, чтобы регулярно выходить на связь из маленького поселения, маленькой деревни, маленького родовой общины, но с коллегами со всей страны и с экспертами со всей страны. И тогда мы все эксперты, по их ресурсам центре очень много таких партнеров, мы с радостью будем вам помогать, будем вас знакомить со своими местными коммерческими организациями, лидерами гражданских инициатив, для того, чтобы где-то подкинуть идеи, где-то расширить ваш горизонт, где-то стать просто вашим ресурсом, потому что зачастую жители маленьких поселений очень хотели посмотреть на то, что творится в стране, в Москве, Санкт-Петербурге. И страна большая, культура большая. Вот. И мы сразу же поделимся в онлайн-формате в самых приемлемых формах с вами, на самых принципах равные по возрасту и по профессиям, материалами, роликами, чему угодно. Вот, поэтому в моем лице вы можете рассчитывать на экспертную поддержку Санкт-Петербурга, на взаимодействие с коммерческими организациями, с учреждениями культуры. Вот, я с радостью буду таким коммуникатором и впишусь в вашу дружную тусовку. Вот. Ну вот, наверное, основное, что хотелось бы отметить, у нас будет после небольшого 5-минутного перерыва более тематическая такая, да, конструктивная встреча от идей проекта, ее назвали коллеги, где мы уже более прикладном формате фактически такого онлайн-тренинга поговорим и о маркерах эффективности наших проектов, и самое важное о том, как оценивают ваши проекты на основе заявок, электронных или письменных, экспертов всей страны, и посмотрим вообще глазами экспертов. Вот, чтобы вам не казалось, что если однажды вашу заявку где-то не поддержали, что проект ваш, не дай бог, плохой, неэффективный, ненужный. Абсолютно не так. Все-таки дух лотерейности грантовых конкурсов, он, конечно, присутствует. И более толково, как в эту лотерею эффективнее и успешнее играть, мы поговорим после перерыва. Спасибо вам большое. Я адски, как говорили классики, рад встрече с вами и надеюсь на плодотворную дружбу. Вот, будем дружить домами, а лучше семьями. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Адские рады, это, наверное, про то, что у нас адский холод все-таки, нет? Ну, это Надежда Третья, но в общем, да. Ну, я хочу поблагодарить действительно нашего эксперта. Мы еще сейчас продолжаем работу, и вы не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, когда будет вот эта часть где проекту, потому что мы, может быть, тоже у нас чуть-чуть глаза забыли, и всегда очень важно к экспертному мнению обращаться. Вот лично я могу сказать, что наши проекты Фонда «Семья для ребенка», не думайте, что мы вот идеально их разрабатываем. У нас есть те менторы, о ком вот говорил Алексей, те друзья и наставники, партнеры из других ресурсных центров страны, которым я смело отправляю на экспертизу наши проекты. Это действительно так, потому что когда ты разрабатываешь, и вот ты уже месяц корпишь, и вот эту заявку вбиваешь, и редко кто делает так, что переводит в PDF, распечатывает, и мы иногда ужасаемся, что наша заявка там весит 96 страниц, и оказывается, надо сократить, и что-то мы заигрались и так далее. И вот здесь очень важно, не стесняйтесь обращаться к нам. Алексей, я думаю, что вот по проектам Росмолодежи нас тоже сориентирует, какая политика этого конкурса и правила игры. Для меня, например, любой конкурс – это правила игры. И надо играть по этим правилам. И грант-оператор, он заказывает свою музыку, и мы должны очень четко от положения до отчетности выполнять именно те наставления, которые идут. А иногда, почему у нас не получается, да, нам кажется, что мы грандиозные, наш проект великолепен, и просто даже не удосуживаемся почитать положение. Оказывается, мы чуть-чуть не вписываемся там в какие-то рамки. Или проект написали не 12 шрифтов, ну, условно говоря, 14.
Да, и мы продолжаем, не отключаемся, коллеги. У нас есть вопросы? А вопросы есть, как раз таки очень много вопросов поступает именно по проектированию, и мы еще раз повторяем, что мы с Алексеем и с нашим еще экспертом Леонидом Савиным, именно как раз таки по цифровой части проектирования, информационной части проекта, мы как раз с вами встретимся в 11:30, буквально после 5-минутного перерыва. Вот. А прямо сейчас к нам подключается руководитель департамента по вопросам местного самоуправления при администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Человек, с которым мы тесно работаем, который координирует большую работу с 36 муниципальными районами в условиях удаленности, в условиях слабого интернета. Руслан Михайлович Платонов, мы вас видим, Руслан Михайлович, и передаем вам слово. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, уважаемая Ольга Анатольевна, уважаемые участники совещаний, главы арктических районов, общественники, все активисты, неравнодушные якутяне, граждане нашей республики. Ну, поздравляю от всей души с предстоящим праздником, наступающим праздником 27 февраля, Всемирный день некоммерческих организаций. На самом деле, некоммерческие организации – это та сила, которая находит из глубин души каждого человека самые лучшие порывы, самые теплые позывы добрых, неравнодушных людей, которые действительно хотят создать мир вокруг себя чуточку добрее, чуточку полезнее, чуточку эффективнее. Но и не стоит забывать, что гранты это у нас уже все понимают, общепризнано, что это второй бюджет. Второй бюджет, не стоит уповать уже на возможности государственного бюджета. Зачастую у нас очень много моментов, когда общественные организации создаются и начинают свою деятельность, выезжают в другие регионы, за границы страны, или по межрайонное сотрудничество, межмуниципальное сотрудничество, и начинают искать поддержку у так называемых больших компаний. С письмами, с письмами, просьбами. Этот формат у нас идет с 80-х, 90-х годов, начала 2000-х годов, но сегодня надо уже войти в повестку современного языка, современного сотрудничества. И для этого есть фонд президентских грантов у нас, который с 2017 года, с момента своего образования, вообще очень эффективно показывает полезность и эффективность, нужность свою перед гражданами Российской Федерации. Ну, согласитесь, 10 миллиардов рублей поддержка общественных организаций – это очень большая стая уток, куда надо охотиться, найдя в себе возможности и найдя в себе то ружье, которым мы можем это добыть. А то у нас, если мы все охотники, да, если мы идем на гуся, там, на уток, мы же идем на озеро, делаем кратки, это же все проект, скрадов делаем, патронов запасы патронов берем, и ждем, манки ставим, и сидим и ждем, когда же прилетит к нам та долгожданная стая уток. Сидим, и можем весь сезон просидеть, а уток все нет. Вот в чем мораль. Утки-то не там. Если вот так объяснить. Поэтому надо находить те озера, где кучкуются и где кормятся вот эти стаи уток. Это я к чему говорю. Нужно знать места, куда подавать заявки, находить те номинации, те 13 номинаций Фонда президентских грантов, где ваши инициативы, где ваши предложения, где ваши проекты попадают по критериям, требованиям и так далее. Поэтому сегодня очень отрадно, что Ольга Анатольевна ведет такую беседу постоянно. Это наш будильник, можно так сказать, будильник по Арктике. Не только по Арктике, по Республике Саха-Якутия. Мне очень понравилось ее высказывание 2 года назад, когда она говорит: я улетаю в Арктику пробуждать человеческие умы, инициативы, вот этот внутренний потенциал в каждом и как правильно упаковывать проект.
Мне очень это понравилось, я до сих пор себя это в голове держу. И действительно, спасибо вам, Ольга Анатольевна, от имени администрации главы республики, правительства республики, что ведете такую иногда незаметную, абстрактную работу. Например, строитель строит дом и показывает: вот мой дом, я вот его построил, конкретно стоит. А когда человек ведет работу в умах людей, пробуждает активность, дает понять, что такое общественные организации, как с этим проектом можно выигрывать и побеждать, вот это, да, действительно очень нужно много рассказывать, много ездить, много демонстрировать, за что вам большое спасибо. Но сегодня в нашем совещании участвуют все 13 арктических районов и далее общественники. Действительно, 14 августа прошлого года Арсений Сергеевич, находясь в Оленте, подписал стратегический указ развития, социально-экономического развития арктической зоны. Это большой и серьезный документ. Вся информация по пунктам и по номинациям, по направлениям есть у заместителя председателя правительства Михаила Викторовича Никифорова. Он докладывал, он читал доклад. И если нужно, мы можем постоянно, раз в квартал или раз в 2 месяца с Ольгой Анатольевной, пригласив зампреда правительства, пригласив Владимира Николаевича Черноградского, постоянно возвращаться к нашей повестке пробуждения севера. Почему? Потому что я всегда радею, я всегда стараюсь, чтобы такие встречи, очень важные для судеб многих людей, встречи проводились трехмесячниками, триместрами. Мы сейчас ведем, например, проект по борьбе с бедностью с Госкомитетом занятости и с Минпромом и с проектом Навах.ру. Это организация, которая собирает предложения у каждого большого промышленных предприятий, индустриальных компаний. И вот мы в течение трехмесячника это все обсуждаем, где мы сейчас стоим, с чем мы пришли и когда мы выйдем, с чем и где мы выйдем. Поэтому по пробуждению Арктики это было большое подспорье и с колокольни Министерства Арктики, и с ресурсного центра Арктика, и департамента МФУ по работе и по поддержке арктических районов. Всех поздравляю, прекрасных дам, с наступающим 8 марта, Международным женским днем. Действительно, самый нежный, самый такой добрый праздник. И наступлением весны, дай Бог, чтобы солнышко, которое греет ярко и очень тепло, согрело все умы общественников нашего севера. Спасибо. Спасибо огромное. Высокая оценка. Могу сказать, что ресурсные центры, которые созданы в Республике Саха-Якутия, точно могут подсказать, где утки. Когда они полетят, да, какие озера, где они будут, может, когда пойдет миграция и какого уровня ресурсы, да, можно найти на этом озере. Вот для этого и созданы ресурсные центры. Очень хорошая метафора, она мне нравится. И с вашего позволения, когда мы будем выезжать в Арктику и другие улусы, я буду приводить этот пример. Вот чтобы знать и чтобы достичь результата и принести трофей домой, да, вы точно должны знать, где ресурсы и с кем вам по пути. Кстати, очень важно, с кем вы будете собираться на охоту, в скоротке находиться. Это партнеры, это ваши соратники. Вы точно не пойдете с человеком, которому не доверяете. Поэтому вот эти партнерские связи, я за то, что полностью поддерживаю ваше предложение. И давно нам нужно выйти уже на уровень зампреда Республики Саха-Якутия. Да, господин Никифоров действительно мог бы поддержать те инициативы, которые мы сейчас хотим продвигать. И мы ранее говорили о том, что очень важен, да,
конкурс, и нас поддерживают, и коллеги это в чате написали. Здесь находятся представители Абыйского у нас сейчас, Улуса и Момского родовые общины, что нужен конкурс для ТОЛьБе, для инициативных групп и для физических граждан. И мы могли бы, как ресурсный центр, стать не только администраторами, но, если нужно, нормативно-правовая, база, подготовительные, методические вещи с нашими коллегами, с кем мы дружим. Челябинская область, Югра, Новосибирская область. На ура проходят эти конкурсы, потому что не всем нужно создавать НКО, а инициатив, идей у нас на земле очень много. И другие, конечно, мы могли бы поделиться и нашим исследованием. Поэтому я за партнерские связи. Берите нас на охоту. Мы готовы. Да, и еще хотелось бы сказать, действительно, у нас наступает завтра Международный день НКО. Я поздравляю всех причастных. Но мне в соцсетях очень понравилось сообщение 23 февраля. Всех мужчин с прошедшим праздником, тогда лаверды нужно обязательно сказать, что вы наши защитники, ради вас мы тоже стараемся и соответствуем вам, с вами не страшно. А мне понравилось, как Владимир Вайнер, эксперт социального предпринимательства, социальной рекламы, и вообще эксперт в сфере НКО, написал, что День защитника Отечества 23 февраля, что каждый, кто причастен к некоммерческому сектору, к гражданским инициативам, к волонтерским движениям, к молодежным различным стремлениям, он является защитником Отечества. И мне это очень стало близко. Вы не представляете, как много людей поддержали эту реплику. Действительно, мне кажется, инициативный человек с активной жизненной позицией, он всегда стоит на страже. Он за качество жизни, за улучшение, за решение проблем и так далее. Спасибо большое, Руслан Михайлович. Это было очень яркое выступление, оно запомнится надолго. Надо обязательно в СМИ написать. Спасибо, Руслан Михайлович. Как раз таки мы хотим вам сказать и подтвердить ваши слова, что действительно в реализации нашего проекта большую помощь нам оказали кто? Главы и специалисты, так называемые кураторы администрации арктических районов. И как раз таки мы сейчас, когда вы сейчас присутствуете на нашей площадке, мы хотим презентовать результаты нашего конкурса лучших кураторов из арктических районов и лучших муниципальных ресурсных центров. Мы выявили их, и мы сейчас готовы демонстрировать наших победителей. Внимание на экран. Извините, а можно выступить быстренько, потому что у меня 11:40 занятия. Я хотела бы сказать свои тоже желания. 2 минуты, хорошо, 2 минутки, пожалуйста. Да, недолго. Я Василий Галин-Сафронов, сейчас являюсь членом общественной палаты и являюсь руководителем образовательной программы по экологическому направлению нашего Северо-Восточного федерального университета. Но я хочу сказать, что я настолько древний в общественном движении, начиная с 90-х, сначала, значит, комсомол, туда-сюда, потом началась перестройка, мы, значит, перешли с социалистического пути развития на рыночные отношения, вот тут-то и появилось совершенно новое направление общественных движений, прям брауновское движение, потому что люди не знали, чем заниматься, куда заниматься, как переходить на эти рыночные отношения, что такое частная собственность, что такое экономика и так далее. И в этих условиях в 1993 году была создана наша общественная организация, Ассоциация женщин-предпринимателей, которая до сих пор, слава богу, еще жива, может, не так активно работаем, но, по крайней мере, мы существуем. Также мы являемся учредителями Союза женских организаций нашей республики. И поэтому я что хочу сказать, что вот на нашем пути, на наших глазах, лично на моих глазах прошло все развитие становления некоммерческого сектора в нашей стране. Конечно, в первые 90-е годы никто не обращал внимания, даже ругали нас, говорили, что вот эти общественники мешаются тут под ногами, какие-то вопросы задают, и вообще кто они такие. Но наши общественники, люди активные, с гражданской активной позиции, они входили в двери, и окна и так далее. И, в общем-то, видите, дошло до того, что сейчас
конечно, идет колоссальная поддержка некоммерческого сектора, то есть нашего гражданского общества. Потому что наше государство, слава богу, поняли, что без поддержки инициативных людей, без развития гражданского общества, устаканить, так скажем, развить страну невозможно. Поэтому вот, исходя из этого, конечно, сейчас вот такие преференции общественным организациям, просто сердце радуется. Тем более, что это касается Арктики. Раньше даже и подумать невозможно было о том, что в Арктике какие-то общественные организации будут получать деньги, там, гранты и так далее, что это практически было невозможно. И вот сейчас мы видим, что этот сектор развивается даже в вот таких отдаленных уголках нашей республики. Это очень радует. Ну и поскольку мы говорим об Арктике, то и в преддверии вот женского праздника в заключение хочу сказать о том, что вообще Арктика живет и будет жить только за счет женщин. Если бы не было женщин, Арктики бы не было. Потому что семейный быт, воспитание детей, кормление, уход за мужем, там все домашние дела, все лежит на плечах женщин. Да? С этим, я думаю, никто спорить не будет. И вот мы как видим, общественные организации, грантополучатели, в основном тоже организации, возглавляемыми женщинами. Да? Так что в своем кратком выступлении я хочу пожелать всем женщинам Арктики, чтобы ваша сила вылилась в огромную позитивное развитие нашей далекой Родины, и чтобы все ваши пожелания исполнились, чтобы ваши семьи были здоровы, мудры, так сказать, имели все, что есть, и были благополучны и здоровы. Удачи вам всем, успехов, ну и, конечно, побольше получить грантов поддержки от государства. Спасибо огромное. Действительно, я с вами соглашусь. Поддержка колоссальная, и хотелось бы, чтобы она была не только финансовая, но и на муниципальном уровне, и имущественная, и информационная, да, и то, о чем мы говорим, методические различные помощи. А вот для эксперта скажу, что на территории Республики Саха-Якутия зарегистрированы организации, которые и 25 лет, не конечно, 27 лет. И это были мудрые решения вообще о том, чтобы объединиться. А иногда есть организации, которые созданы еще по указу Бориса Ельцина, целевой фонд будущих поколений. У нас есть древнейшая организация «Дети Саха-Азия». 30 лет уже существует Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток». И это настоящие ресурсные центры, кстати, потому что тот опыт бесценный, который они имеют. И я могу сказать, что лично обращаюсь к бухгалтеру подростка, я обращаюсь к экспертам целевого фонда будущих поколений, потому что тот опыт взаимодействия с федеральными, кстати, органами власти, с региональными, с представителями бизнеса, он просто бесценен. И вот их аккумулирование ресурсов и направление на необходимые проекты, идеи, это, конечно, здорово. Спасибо вам тоже, всего хорошего, с наступающим праздником. И продолжаем наше награждение. Да, переходим к награждению. Можно звук убрать у коллег, а у нас оставить. Спасибо. И мы видим наших лучших кураторов, специалистов органов местного самоуправления 13 Арктических районов. И мы рады огласить их имена: Екатерина Дмитриевна Шарина, Верхоянский, Татьяна Олеговна Елисеева, Верхоянский, Шанова Антонина Дмитриевна, Эвена Батантайский, Мария Константиновна Егорова, Жиганский, который сегодня выступит, Дмитрий Юрьевич Пасейский, Усьянович, Пелагея Петровна, Усьянович, Андрей Константинович, Усьянович, Гычкин Диана Андреевна, Усьянович, Милослав Владимир Германович, Богунский, Асаева Татьяна Николаевна, Богунский, Ващук Карина Юрьевна, Среднеколымский, и Спиридонова Наталья Алексеевна, Анабарский, который сегодня также еще выступит на ярмарке социальных проектов. Помимо этого, у нас... Поздравляем. Давайте поаплодируем. Спасибо вам огромное.
Помимо этого, у нас была проведена большая работа по созданию ресурсных центров. Они у нас созданы. И, как сказала Ольга Анатольевна, чаще всего это выступают как раз-таки люди ресурсные. Иногда это бывают представители самой администрации района. И у нас из числа поступивших заявок определены 3 победителя. Это у нас Бурцева Ирина Алексеевна, муниципальный ресурсный центр Жиганского улуса. И Ирина Алексеевна скромно села вот так у нас, она присутствует на нашей площадке. У нас определена Спиридонова Наталья Алексеевна, муниципальный улусный центр, ресурсный центр, Анабарский улус. И Милославский Владимир Германович, проектный офис развития арктического кластера, поселок Тикси, Улунский улус. Давайте поаплодируем. И я думаю, что как раз-таки помимо специалистов и кураторов, да, ресурсных центров, у нас как раз-таки есть люди, чем богата Арктика? Богата атомными. И сегодня у нас есть яркий пример нашего гостя. Это Еремей Садовников. Еремей Садовников, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Джен-Моло с Момского улуса. Мы можем сейчас камеру поставить на Еремея, чтобы люди видели нашего героя, нашего гостя. И Еремей, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, мы знаем о ваших добрых делах, о ваших идеях, уникальных проектах. И вы к нам уже который раз ходите для того, чтобы дойти до президентского гранта или до какого-то конкурса. Давайте мы сейчас нашей аудитории расскажем про ваши идеи, про ваши проекты и в каких ресурсах нуждаются якутские родовые общины, некоммерческие организации. Пожалуйста. Спасибо. Я с Момского я сам потомственный оленевод, там скажем. Но я создал свою организацию в 2018 году. Именно вот практически ресурсного центра создал его. И уже вот конкретно работаю. Именно я сейчас работаю именно традиционной культурой малочисленных народов Севера. Ну, сейчас, конечно, трудно, да, нам достигаться реализовывать свои идеи, да, в местах, в искусственных местах, которые мы хотим создавать, да. У нас связи, интернет, если интернет нет. И работа с нами тоже, с документами тоже трудно. И вот именно сейчас вот НКО, которую создали в республике, вот Ольга Анатольевна, да, и она вот делает для нас, да, большую пользу, да, реализовать наши идеи. И вот в 2019 году я здесь свои идеи вот, Министерства Арктики, Республика Ассоциации, я вот свои идеи сказал, и они тоже поддержали. И мы к 2020 году здесь провели фестиваль, второй фестиваль малочисленных народов круговых танцев в Эде, здесь, в республике. И вот это свои идеи уже сразу пришла, и вот второй год тоже вот, работает на президентский град, участвовала. Да? И сейчас хочу вот, молодежный, хочу сделать молодежный фестиваль тоже в Эде, да? Не в поселке, а именно вот где вот пастбище оленеводов, которые мы вот, теряем ту культуру, да. Раньше мы, наши предки, вот, бабушки, дедушки, они вместе тоже собирались и там проводили вот как бы венек, как бы якутский ВСФ, там, да. И каждой национальности есть свои вот, идеи, да. И мы вот эти вот
тоже теряем вот это, да? И мы вот эту идею возрождать и показывать тоже вот всему миру, как сказать. И вот это вот вместе вот вашим институтом вот это услышно, да, мы должны вот это как бы сохранение пришла вот, именно вот культура вот традиционная культура круговых танцев вот, хеджа, это наследие ЮНЕСКО вот, для сохранения вот этого. И хочу вот сказать от свое личное и от своих родственников, да, руководителям, коллективу ресурсного центра большое спасибо. Вот. И Ольге Анатольевне тоже, что вы поддерживаете таких как инициатив, как мы вот вообще в республике очень много, да? Очень много. И вы помогаете нам вот эти реализовать идеи, поддерживаете вот эти идеи. Спасибо вам. Спасибо вам, Еремей. Мы дружим с вами уже не первый год. Да. И за теплые слова, конечно, большая благодарность. Но мне кажется, самое главное это что делаете вы. Очень сложно, да, на территории, вдали от центра, вдали от скоростного интернета, от всех благ, так скажем. Мало того, что вы же по профессии оленевод, то есть у вас есть своя деятельность. Мы называем с точки зрения значит, мирового масштаба это традиционное природопользование. То есть вы делаете ту работу, которую делали ваши бабушки, дедушки, ваши предки. И кроме этого вы являетесь общественником. Вы руководите родовой общиной, у вас есть проекты общественные, у вас есть инициативы, это культурные проекты, это сохранение традиций. Мало того, что сохранить для себя и своих детей, вы думаете о том, чтобы это сохранить и передать не только Республике Российской Федерации, а масштаб у вас просто геополитичный, он на мировом уровне. И это действительно очень здорово. И еще сейчас создали вот, Союз кочевых родовых общин в Лоханчестайском наследии. Это крупные... То есть объединились, это 4 крупных общин объединились, и вот ресурсный центр помогает Вячеславу, очень помог в регистрации уставов, да, документов, вот, помогает именно вот, ресурсный центр. Вот. Спасибо. Мне кажется, что вот, если у нас и очень хорошую мысль мне сказал Еремей, когда я говорю, ну вот мы же обучаем тебя, как писать проекты, смотри там наши YouTube-каналы, смотри ролики. И он мне говорит, слушай, вот ты сможешь стать оленеводом? Я сказала, нет, ни при каких обстоятельствах. Неделю я буду обучаться, 2 месяца, ходить в ресурсные центры. Не знаю, не факт, что я стану оленеводом. И поэтому, конечно, вы профессионал своего дела, и это для вас общественная нагрузка. И наша задача вам помочь, да, в проектировании, но мне такая мысль пришла, что, возможно, вот именно ваш союз родовых общин, вот это та инфраструктура, которая сможет стартануть на федеральном уровне с проектом. Если маленькой родовой общине очень сложно, да, вообще, кажется, с точки зрения федерального конкурса фонда президентских грантов, и там очень важно, чтобы количественный результат был очень большой. А у нас затраты высокие, только проезд. Сколько стоит вот проезд МОМА Якутск? Сколько туда-обратно? А туда-обратно? 60 тысяч рублей. И когда мы подаем проект фонд президентских грантов, нам надо обосновать каждый рубль, что у нас всего 100 человек примет участие, но для того, чтобы хотя бы 10 вывести сюда, нам уже нужно 600 тысяч рублей. Понимаете? И поэтому, когда вы объединяетесь ваши с точки зрения федерального уровня конкурса,
растут ваши количественные результаты. Региональный уровень, все нормально, ваша общественная организация точно может, ваша община точно может победить. Но это тоже такой очень хороший кейс-стадий, да, для того, чтобы идти на серьезную, ведь там еще отчетность, ведь там платежные поручения, там, как я говорила, Сбербанк Бизнес Онлайн. Елей правильно сделал, он нашел ресурсного человека, Альтавина, которая рядом присутствует здесь. Вот именно она будет тем связующим звеном между родовой общиной, когда она в стойбище находится, нами и грантооператором. И хорошо, когда у вас есть такой ресурсный человечек или представитель в городе Иркутске. Вот это важно. И это тоже интересный опыт, который вы можете использовать в своих проектах. Да? Спасибо, Евгения, огромное. Я уверена, что мы будем плодотворно сотрудничать. Я ее не буду достану, но вы точно разработаете проекты. Спасибо. Я здесь присутствую на площадке по национального исследовательского УЛУСа. Я хотела послушать и вас, Иван Иванович, с какой целью обращаетесь как глава исследовательского центра, и вы очень хороший пример именно те два руководителей, которые должны знать точки ввода. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я глава национального исследования, уже своей должности работаю третий год. Я уроженец своего исследования и исследователь фактически как исследователь. В 2015 году мы создали два НКО. Одно НКО это, получается, Союз Авенов, тоже как Ханчистайские наши соседи представляют народ КМНС. И второе НКО называется как Канга, это как перевода советского «Лучик солнца». Она как бы более универсальная со стороны молодежной политики, спортивной политики, как развитие, для развития самого наследия. У нас в ВУЗе, если точно, где-то 7 НКО существует в Высоком ВУЗе, и у нас в основном курирует управление культуры, там начальник Новикова Жанна Карловна. В прошлом году они тоже выиграли грант, кажется, в 2019 году. Тоже они работали именно с ресурсным центром. Ольга Анатольевна, я прошу уже с прошлого года, и пока консультации тоже беру. В этом году осенью мы отправили с 2 НКО 2 заявки, получается, к сожалению, не выиграли. Там, конечно, у нас первый этап был. И сейчас хотим как добить к второму конкурсу. Но желание есть большое выиграть. Со стороны НКО мы отправляли в Союз Авенов «Энигильская рыбалка». В 2018 году у нас была вместе с Северо-Восточным федеральным университетом программа «Международная летняя школа НЕЧА». Там к нам приезжали 5 студентов из разных регионов страны. И почти месяц у нас форум был в нашем наследии. И после этого мероприятия мы вот именно создали НКО, и чтобы продолжать культуру малочисленного народа, хотим провести мероприятия, которые тоже для народов Севера очень значительно, можно сказать. И хотим создать как бы межвузные соревнования, мероприятия по соревнованиям рыбалки именно в реке Нигерика.
со стороны НКО Горбанга мы отправили заявку по поиску колокола, которые у нас вот некоторые удивляются, почему майорский национальный наслед. Первое село у нас было село Майор. Там полководец, можно сказать, звание майор установил, как бы, если кратко сказать, когда он пошел воевать с чукчами, можно сказать, он именно в селе оставил памятный крест майор. И вот с тех пор, как бы, майорский наслед называется. В этом селе было как бы вот современно вот с историей тоже Абыйской, Момского, Улуса, между нами есть граница Зашивирск, там старый город есть. Вот когда в Зашивирске, как бы, скорее всего вы знаете, вот в Зашивирске была болезнь большая, чума. Из-за этого люди стали переселяться в ближайшие, как бы, территории. И так вот именно майорский крест майоре была церковь именно. Вот из этой церкви было 3 колокола, и 2 колокола сейчас как бы есть в истории, они уже нашли, можно сказать. А вот один колокол по историям, по рассказам неизвестно, как-то потерялся. Вот этот колокол мы хотим как бы молодежно-поисковый группу создать именно со стороны молодежи и хотим найти этот колокол, чтобы увековечить как бы память наследия и для истории больше Улуса, для республики хорошо было бы. Ну вот кратко, если рассказать, у нас такие планы. Спасибо за внимание. И, конечно, спасибо ресурсному центру, который постоянно поддерживает и, конечно же, ну, в основном, что поддерживает, можно сказать. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Ну, вообще, проект грандиозный, на самом деле. И есть какой здесь, да, то есть то, что могут взять наши коллеги на заметку. Первое. Глава наследия сам является инициатором, да, идей, проектов, инициатором создания некоммерческих организаций. Именно он приходил по созданию, я помню, и никто другой. Да, и когда в Якутске, да, мы все время говорим, записывайтесь заранее, но мы уже привыкли, что когда с Арктики к нам люди, они приехали, они идут сразу, не по записи. И это нормально, двери открыты, приходите. И что касается ваших 2 проектов, мне нравится вообще эмоциональный весь посыл ваш, что вы не расстроились, что вы проиграли, потому что мы очень ранимы, так же, как наша природа северная, она очень сложно восстанавливается. И я знаю случаи, когда просто психологически сложно справиться с неудачей. Но это не неудача, когда мы с вами не получаем грант президента, главы и так далее. Это говорит о том, что нам нужно чуть-чуть, как вы сказали, по-моему, добить, вы сказали, да? Вот именно нужно добить, когда цель все время, как сегодня Руслан Михайлович говорил, если ты будешь своего гуся, да, а гуси великолепные на Белой горе, опустил рыба, вот индийская рыбалка, я могу сказать, у вас есть, по-моему, Сутаро, да, озеро, оно охраняемое, там великолепные чижи, которые вот свой жир накапливают. И здесь у вас образно можно с рыбалкой сравнить ваш проект. Вы поймаете ту рыбу, да, которой очень сложно добраться, я знаю, на Сутаро, на моторке. Очень много километров нужно плыть, и вы ее поймаете тогда, когда вы действительно сейчас добьете все свои ресурсы, партнерские связи. Мы с вами сейчас посмотрим ваши проекты 2, мы возьмем на сопровождение. И еще не нужно, как сегодня нам уважаемый эксперт сказал, не только счастье у нас в фонде президентских грантов.
Мне кажется, так как вы молодые люди, и особенно ваш второй проект, который направлен на поисковую, вот этот поисковый отряд третьего колокола, это великолепная ведь секция была в Шиллерске, которая, собственно, и была построена для того, чтобы защитить людей вот от чумы и так далее. Там миссия была вот просто благородная, и кто там находился, мы об этом рассказывали, и даже пытались ее найти как-то. Ехали, не доехали, заблудились, мы не увидели. Вот, и я считаю, что это точно достойный проект на Росмолодежи. И, может быть, вам даже встретиться с Алексеем, вот завтра приходите, у нас будет Я думаю, встреча. что Иван Иванович сегодня обязательно должен принять участие на ярмарке социальных Давайте вы проектов. сегодня на ярмарке проектов примите участие, обменяйтесь контактами. И я думаю, что вот рядом со мной сейчас сидит ваш наставник Ютер именно в части Росмолодежи. Потому что я не настолько сильна в этом конкурсе, и мы только будем учиться и перенимать опыт, вот эти правила игры Росмолодежи. Я могу сказать, что не так много от нас выходило людей, которые стали получателями. А это физлицо, это на карту, это не такая сложная отчетность, как вчера, да, мы обсуждали. Поэтому вот этот ресурс тоже рассмотрите. И рыба бывает разная, не только честь, да, бывает умоль и другие. Поэтому нужно любую рыбу хватать, а удочка у вас есть. Спасибо большое за ваш опыт. Спасибо, что вы нам об этом рассказали и пришли сегодня. Самое главное, удочка, это мотивация и желание человека изменить, как говорится, развивать территорию лучше. Да, спасибо, Анна Иванович, это просто майорские такие планы на вашем национальном колорите. И очень вот сейчас было прям наглядно, это видно, что, казалось бы, масштаб даже не республиканский, и даже не муниципальный, а важно у нас да? Вполне себе локальной территории, но те культурные институции, которые вы поднимаете в своих проектах, они интересны не то, что республике. Вот я сразу подумал о том, что Институт народов Севера, там, РГПУ Герцена, Федерального университета, находясь в Петербурге, мог бы курировать, да, посредством интернета ваш проект, и еще есть какой аспект. И Руслан Михайлович об этом правильно сказал, что, безусловно, язык проекта и заявки грантовой, он не то что новый, он новый, сложный, он не бюрократический, он просто другой, да? Особая логика в этом есть, проектная логика. Конечно, этому нужно учиться, нужно иметь навык. И понятно, что, во-первых, в силу отсутствия интернета и отдаленности это уже сложно. Но есть еще возрастное неравенство, да, в возрасте и всю жизнь, не то, что не на таком деловом языке, я не общался на русском, не общался на местном, ну, то есть там еще огромное количество этого многослойного пирога, почему это сложно. Неравенство цифровой культуры, да, какая проектная заявка, если кто-то может не знать, что такое интернет, приходится ежедневно. И в этой связи вот проекты такого склада, который представляет интерес, решает такую не бытовую проблему, да, социальную, а в общем затрагивает культурологические какие-то аспекты развития ваших небольших территорий. Вот они могут привлекать партнерству людей даже из других регионов. Ведь, Иван Иванович, вы же тоже учились, да, я так понимаю, в федеральном центре, а потом вернулись, да, так сказать, на территорию, где вы родились и сделали ее счастливой тем самым. Так вот, большое количество жителей Якутии обучаются в Москве и в Санкт-Петербурге. И я вас уверяю, что это, во-первых, молодые люди, во-вторых, находясь в федеральных центрах, они уже переняли и освоили этот современный, деловой, проектной логики язык. Потому что проектный подход, он сегодня не только в грантах трендовый, да? Проектный подход — это повсеместная тенденция. И в административном управлении, и в правительстве. И вы знаете, что агентство стратегических инициатив создано Российской Федерации по внедрению новых проектов. И в каждом регионе есть проектный офис на уровне вице-губернатора. То есть проектный язык, проектный подход, он повсюду. В образовании, в культуре, в науке, везде, не только в социальном проектировании.
Вот, и, конечно, жители Якутии, которые оказались в Петербурге, Москве, в других центрах, они уже разговаривают чуть-чуть в этой логике, на этой лексике, уже в теме, грубо говоря. Вот, и, конечно, они, обучаясь в вузах, пишут исследовательские работы, краеведческие работы, научные какие-то правоизыскания. И вы можете стать со своими проектами, со своими территориями, со своими, казалось бы, маленькими локальными часовнями, вот тем уникальным вообще материалом для их деятельности в этих вузах. И я уверен, что если информация о ваших проектах попала в Институт народного севера, то она бы нашла отклик, и кому-то было бы не просто поручено, кто-то бы искренне заинтересовался и нашел в этом вот то ноу-хау, тот уникальный материал, на котором он может выехать в своей студенческой карьере, в своих лидерских каких-то вещах. И, в общем-то, даже нельзя сказать, что это проект, потому что роль ресурсного центра никогда не напишет проект как ваши идеи. Не такова роль, да? Мы вынуждены обучать, вот, и только так. Но они должны быть партнерами, они уже войдут в команду вашего проекта, и они окажут вам вот такую вот реальную поддержку, примут участие в написании заявки. Очень важно понимать, чтобы не расстраиваться, как Иван Иванович, о своих поражениях в рамках конкурса, что проект – это одна история, а проектная заявка на грант абсолютно другая. И надо сказать, что так много видео проектов жизни, что зачастую это вообще абсолютно два разных явления. То, что написано на бумаге, что на конкурс, и то, что вообще происходит в жизни. И надо понимать, что игра не развивается. Понятно, что рост молодежи для молодежной аудитории проекта до 18-35 по новому закону лет. Да? Понятно, что КПГ больше поддерживает проекты развития территории человеческого потенциала, но все равно эти грани очень условны. И, конечно, в проектной заявке, которая написана в бумаге, ты эту логику чувствуешь остро. И если где-то она шершевалка, если в одном разделе у тебя четкая категория, в другом не четкая, что логика пропадает. И такая заявка теряет баллы. Но в жизни, понимаете, все чуть-чуть иначе. Не все так просто и прямолинейно. Вот, поэтому если вы не победили в рамках конкурса, то это говорит только о том, что на бумаге ваш документ, ваша заявка была составлена по формальным, скорее всего, требованиям, не так точно, скрупулезно, как этого бы требовал грантодатель. Это вообще, надо сказать, принципиально имеет малое отношение к сути вашего проекта. Проект может быть при этом уникальный, важный, архиважный, уникальный для вашей территории, для республики, вообще для страны. Это вопрос просто грамоты составления данного документа, потому что мы просто договорились в нашей стране, что в рамках грантовой политики мы будем общаться на языке проекта. Вот и все. И нужно придавать этому вот такое судьбоносное какое-то значение. И чтобы еще, так сказать, ослабить судьбоносность, да, вот этих вот заявок, надо понимать, что даже в формате фонда президентских грантов каждую заявку оценивают, это открытая информация, 3 эксперта, да, если оценивают они ее справедливо и по одинаково, то это 3 дополнительных. Эти эксперты нарочно из разных регионов Российской Федерации. Не ваши сородичи и не якутяне, да? Вот, поэтому, конечно, у каждого эксперта своя картина мира, свой опыт. Безусловно, не все погружены в тематику уникальности вашего региона. Поэтому вот все равно есть дух лотерейности, никуда от него не деться. Это первая история, как говорят наши коллеги, там, никогда не знаешь, какой эксперт тебя будет оценивать. И именно поэтому, как Ольга отметила, важно свою заявку показывать как можно большему количеству экспертов. Потому что объективного эксперта, единственного, который скажет, как нужно, чтобы получили грант, нет. Почему? Потому что оценивают другие эксперты из других регионов с абсолютно разными системами оценки. Поэтому просто чем больше количество экспертов вас почитает, тем вот средняя температура по экспертному сообществу, вы к ней просто приблизитесь. Вот, и поэтому будет больше процент того, что вы держите победу. Ну вот как-то так. И еще, конечно, полезно поэтому смотреть на вашу заявку глазами эксперта. Когда пишешь заявку, потому что у меня есть опыт и участника, и победителя, и проигравшего, а теперь эксперты, и когда я стал экспертировать, читать заявки, видеть грантополучателей потенциальных на форумах, я увидел свои ошибки.
И я понял, что когда ты пишешь грантовую заявку проекта, ну то есть ощущение, что это вот просто эпохальное событие, и всю душу изливаешь, и кажется важно, что вот просто все свои мысли туда нужно изложить. На самом деле, у каждого эксперта, у каждого конкурса есть методичка, как оценивать ваши проекты. И я зачастую, мы об этом говорим после перерыва более плотно, но сейчас там затравка, чтобы вы остались после перерыва. Я иногда советую, как такой совет, скачать не методичку по написанию проекта, да, конструктору проекта, а методичку эксперта по проверке проекта в том конкурсе, куда вы отправляете заявку. Потому что у эксперта на самом деле не такая большая свобода и воля, и там доля влияния его вкуса и опыта не так уж велика в оценке проекта. У эксперта есть 10 критериев в оценке проекта. У каждого критерия есть такая раздувка по баллам, и там 1-3 балла, если заявка отвечает требованиям определенным, 3-5, если что-то больше, и так далее. То есть у эксперта тоже есть конкретные задачи и параметры, как он должен оценивать заявку. И вам кажется, что ну вот эксперт был злой, и решил, что она смогла пишет и поставил там санкционный ответ 2. На самом деле, нас в регионе не знает. Но если посмотреть методичку эксперта, то он может поставить 3 балла за то, что у вас есть группа в социальной сети, но она пустая. Он поставит там 4-5 баллов, если условно для группы в социальной сети, но там есть новость каждый день. Еще 1 балл, если там есть еще указаны руководители. Еще 1 балл, если у вас есть годовая отчет. Еще 1 балл, если у вас есть сайт, но он пустой, это визитка. Он поставит 89, если у вас есть группа в соцсетях, она живая, активная, подписчики, ежедневные посты, оригинальная история, есть сайт, но он не пустой. В нем есть новостная лента, а есть еще ежегодный минутовский отчет. Но если о вас еще пишут СМИ, и это все есть в табличке, так сказать, оценки проекта экспертной методички. И уж если СМИ о вас пишут, и об этом можно узнать в открытых источниках, а это где? Окей, Google и Яндекс, то тогда у вас будет 9-10. И вот когда вы видите свои баллы, а фонд президентов открыто свои баллы, да, показывают по итогам конкурса, по каждому критерию, не думайте, что эксперту казалось, или что он на свой вкус и цвет, или вот он там с большой силой из Москвы-Петербурга, конечно, его там проект масштаб. Нет, если вы посмотрите критерии, вы увидите, что это просто документ, который нужно грамотно заполнить. Вот. А проекты ваши все очень чудные, и самое дорогое ваши инициативы, ваши прорывы, ваш мотив, и на это хочется горевать, и этому очень хочется помогать. Спасибо большое. Я понимаю, что мы приблизились к перерыву, после перерыва продолжим более конструктивно. Да, видите, какой будет интересный вебинар, всех вас приглашаем. А сейчас у нас героями были сегодня представители одного общины, глава Муслейка, а теперь слово передаем заместителю главы Жиганского национального Легийского района Марии Егоровны Константиновой. И я хочу еще раз, пока Мария Егоровна подключается. Мария Егоровна, пожалуйста, мы вас ждем. Я надеюсь, вы с нами. И хотим сказать, как раз Жиганский ВУЗ, благодаря заместителю главы, который непосредственно занимается развитием сектора, они как раз и повлияли, да, на вхождение Жиганского национального вуза в рейтинге муниципального района города сектора. Мария Егоровна, видимо, там проблемы с интернетом, либо что. Мы пока вас не видим, не слышим. Хорошо, тогда мы продолжаем, и как раз таки мы подходим к нашему к завершению, но мы как раз таки подводим итоги еще следующих номинаций. У нас осталось 3 номинации. Это лучший проект, социальный проект Арктики, это лучшая некоммерческая организация Арктики, и у нас есть номинация лучший волонтер. Как раз таки волонтеры — это наши герои этого сложного периода наших дней. Лучший волонтер Арктики, и я сейчас хочу продемонстрировать, мы хотим продемонстрировать результаты нашего конкурса по этим 3 номинациям. Давайте мы увидим наших героев. Итак, по номинации «Лучшая некоммерческая организация Арктики» у нас из представленных на конкурс заявок определены победители. Детская общественная организация «Будущее Верхояне», Верхоянский УВУЗ. Давайте поаплодируем. Организация, общественная организация с уникальными проектами «Алагун», Жиганский УВУЗ. Совет ветеранов
Верхнеколымского района, Урюмкюн, общественная якутская община Анабарского улуса, детская общественная организация Сайды Абыйского улуса, общественная организация ветеранов Жиганского улуса. Давайте им поаплодируем. Поздравляем. Поздравляем. А в номинации «Лучший проект» у нас проект «В ногу со временем» местной общественной организации ветеранов Жиганский улус. Давайте поаплодируем активно. Проект у нас называется «Дни эвенского языка и культуры в военно-батантайском национальном улусе». Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Вулден военно-батантайского улуса. У нас проект... проект у нас инновационный проект «Аяна», языковой роботизированный голосовой переводчик местной общественной организации «Алагун», Жиганский район. Проект «Гражданский форум народ Пюге», авторы активные граждане Верхояне Екатерина Васильевна Наговицына и Айталина Дмитриевна Шадрина, Верхоянский улус. Проект «Спутник» детской общественной организации «Будущее Верхояние», акция «Наследники Победы», акция «С открытым сердцем», детской общественной организации Халуматускула и проект «Спектр», проект «Голос ветерана тыла», проект от Слепцовой Варвары Ивановны. Это у нас Среднеколымский улус. Давайте поаплодируем нашим победителям. Да, Оленёвский улус, точнее. Да. Правильно. Оленёвский улус, проект «Смотр-конкурс» лето 2020. Да, лето 2020, Оленёвский улус. У нас в связи с нашим качеством интернета заявки у нас еще поступает. Мы не закрыли, как говорится, поток поступления заявок, поэтому если есть заявки на конкурс, вы присылайте, и вы не отчаивайте, что это лишь, как говорится, только этими ограничиваются наши списки победителей. И мы сейчас подведем в итоге последнего нашего конкурса «Лучший волонтер Арктики». Давайте мы их увидим, кто они, наши люди, герои Арктики. Это Валентина Портнягина, Наталья Иванова, Анастасия Шкулева, Геннадий Шелканов, Алаиховский улус, Пелагея Слепцова, Илья Егоров, Пелагея Слепцова Усьянского улуса, Илья Егоров Жиганский улус, Ирина Дичкова Верхнеколымский улус, Алена Звонарева Верхнеколымский улус, Елена Козлова Верхнеколымский улус, Мирослава Маркарян, Анастасия Седумова Верхнеколымского улуса. У нас с Момского улуса представлены Зинаида Дегилева, Эльвира Корякина, Гдана Слепцова, Лилия Слепцова. С Нижнеколымского у нас Альбина Винокурова, Николай Калинкин, Юрий Талапов. С Оленёвского улуса у нас Аина Борисова, Диана Дмитриева, Марьяна Петрова. С Булунского улуса Гульмира Газизова и Федора Винокурова у нас с Анабарского улуса. Я хочу сказать, вот что они получат в качестве победителей. Что? Вопрос у нас к Ольге Анатольевне. Что они получат у нас? Вопрос на засыпку. Вы, наверное, лучше знаете. Но, во-первых, это, конечно, будет грамота. Она и у нас есть в электронном формате, и она у нас будет распечатана. У нас есть призы, которые еще пока тайна, покрытая мраком, но это действительно будут призы отдельно для ресурсных центров, отдельно по номинации НКО, отдельно по номинации проекты, и отдельно мы видим, как много у нас волонтеров. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы есть. Мы все это должны собрать, направить либо почтой России, что будет не так быстро, поэтому мы, скорее всего, отработаем, как мы показывали сегодня в моей презентации, нарочным способом, когда приходит ваш представитель района к нам сюда, мы передаем вот этот вот, это будет ящик, потому что у нас и канцелярские товары, у нас и компьютерные различные принадлежности, и, естественно, наши любимые благодарственные письма. Ну, я думаю, что... И самое ценное — методические материалы. Да, ресурсный центр, конструктор некоммерческих организаций и так далее, проектирование, мы все это передаем победителю. И, собственно, для вас мы это все разрабатывали, и вы получите в руки обязательно.
Спасибо вам за то, что вы есть. И мы встречаемся через... Да, сейчас мы посмотрим небольшой видеоролик о том, что будущее Арктики и будущее Якутии это все-таки и в нас, некоммерческих организациях, активистов, ну и у нас есть еще мощный ресурс, как молодежь. Я лидер. Создаю проекты, которые улучшают качество жизни. Мы волонтеры, помогаем людям в трудных жизненных ситуациях. Я представитель НКО, реализую проекты и делаю жизнь лучше. Я IT-специалист, разрабатываю сайты и мобильные приложения, чтобы люди решили свои вопросы, не выходя из дома. Мы бойцы российских студенческих отрядов. Занимаемся гражданским и патриотическим воспитанием. Развиваем творческий и спортивный потенциал молодежи. Я индивидуальный предприниматель, создаю новые рабочие места. Ты можешь сделать мир лучше, кто если не ты? Будущее Арктики в наших руках. И на такой прекрасной энергетической ноте мы с вами буквально на 5-7 минут расходимся на перерыв, на кофе и чай и встречаемся на нашей площадке. По этой же ссылке можете даже не отключаться. Если вы отключаетесь, то по этой же единой ссылке вы подключаетесь, и мы с вами окажемся на прекрасном вебинаре по ведению проекта. Да, давайте. Давайте договоримся 12:10. По якутскому времени, у нас разные часовые пояса, 12:10 мы встречаемся с вами на вебинаре.